каждодневной суете мы перестаем видеть удивительное среди обыденного. За праздничным столом мало кто из нас задумывается о том, кто и что стоит за ароматной тарелкой плова. А стоит фермер, его кропотливый труд и бережное, практически отцовское отношение к тому, что он вырастил. Он уже собрал свой рис и вот собирает с земли рисинки упавшие. Это показывает его заботу, что каждая рисинка ценна. Здесь они обедают во время сбора риса, и здесь принято приглашать соседей, кто тоже собирает рис, вот на совместный обед. Это жена, супруга Турата, вот готовит еду на ночь. «Зерна риса» – выставка документального фото, которая кадр за кадром рассказывает, как фермеры в Баткене зарабатывают на жизнь. Фотохудожник Даниэль Усманов провел на рисовых плантациях Баткена не одну неделю. Фотограф-документалист Даниэль Усманов поехал вот туда, в Баткен, снимать весь процесс снятия риса, его сушки, очистки, дальнейшей продажи и так далее. Почему это важно? Потому что мы все знаем про то, что в Баткене Баткен славится своим рисом, да, и еще абрикосами, но вот большинство фермеров живет вот на продажу, выращивание от риса, да. И для того, чтобы помочь им сделать, скажем так, процесс выращивания риса более устойчивым, есть программа GIZ по зеленой экономике и устойчивому развитию частного сектора в Кыргызстане. И вот они поддерживают, получается, фермеров. Там завезли 3 новых вида риса из Узбекистана. Вот сейчас есть кооператив фермерский, вот, где наши герои состоят, и они уже начали использовать новые виды удобрений, чтобы сократить выбросы метана в воздух. То есть это все завязано на устойчивом развитии, на внедрении именно зеленых инновационных технологий. Выращивание риса в Баткенской области действительно построено на зеленых технологиях. Это полностью безотходное производство. Зерно идет в пищу, а пустые стебли и корни используются для кормления скота, строительства тандыров и даже саманных домов. Но рис может быть не только едой и строительным материалом, а еще и частью искусства. Каждый воспринимает эту фотографию совершенно по-своему. Кто-то говорит, что здесь изображены восточные сладости, а кто-то, что с большой высоты снята архитектура, возможно, какой-то город. Но на самом деле все это тоже рис. В Бишкеке выставка продлится до 3 марта. Затем фотографии выставят в музеях других крупных городов страны. Мы очень хотим, чтобы люди приходили. Мы рассчитывали именно на широкого зрителя, то есть на широкие массы городских жителей, гостей столицы и так далее. Есть в планах дальше эту выставку возить по другим городам Кыргызстана. Мы хотим показать людям, которые, возможно, вообще не имеют понятия ничего о том, как выращивается рис, о том, вот, как живут фермеры, которые его выращивают, насколько это такой трудоемкий процесс, и что вот за каждым, не знаю, пловом, да, который мы кушаем здесь, кроются вот эти теплые, заботливые руки фермеров баткенских. Баткенский рис в Кыргызстане славится своим вкусом, хорошим качеством и полезными свойствами. В частности, он укрепляет нервную систему, восстанавливает работу кишечника, ускоряет мозговую деятельность. Но за рубежом о нем знают мало. Однако при правильном подходе эксперты уверены, баткенские зерна могут стать настоящим брендом. Екатерина Такамбаева, Нурдан Карибеков, «Пирамида».